кандидата биологических наук. Добрый день, участники первого десятиградового форума. Разрешите вас приветствовать от имени Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, в состав которого входит и наш институт. Вот Федеральный исследовательский центр образовался у нас в феврале 2019 года. Но перед тем, как приступить к докладу, я бы хотел сказать, что вот эти теоретические основные такие моменты, как мой учитель и наставник Яков Федорович Вольков уже показал, описал, что чем чревато и так далее. А я в своем докладе покажу на примере того, как вот научное сопровождение, научное сотрудничество между недропользователем и наукой может привести к положительным результатам. Это я приведу на примере нашего сотрудничества САО «Сургутнефтегаз». Вот проведению 2014 года мы проводим работы по мониторингу биоресурсов и гравитационной на территориях лицензионных участков ООО «Сургутнефтегаз» Республики Саха-Якутия. Но это в основном значит в этом Ленском районе. Вот. 2014 года как полевые работы проводятся, и так далее. Какие задачи здесь? Это не буду, это ограничено, надо за общественный экономический совет сказать. Вот. Красивые картинки вы показываете, что в рамках этого мониторинга проводится. Почвенный покров, птицы, это животный мир, мы разделяем его на птицы, это млекопитающие, даже насекомые, входит объект нашего исследования на этих лицензионных участках, гидробионты полностью. Вот. Создаются тематические карты на основе наших этих, где вносятся все данные. Эти работы в начале 2014 года по настоящее время продолжаются. Да. И вот здесь вот особенности, может быть, да, вот как сказали, что воздух, вода и так далее, выбросы, отходы и так далее. Да, это вот такой нужный метод. А проблема возникает, народ на что обращает внимание, например, подходы, которые сейчас заостыли, да, вот снижение численности России и так далее. Здесь тоже возник у Сургутнефтегаза с пользователем ИП Кочнев небольшой конфликт, который он сказал, что да, у меня вот численность лоси снизилась. Да, и мы предложили, чтобы регулировать этот конфликт, провести авиаучетные работы на лицензионных участках и на территории пользователя ИП Кочнев. Он в апреле 2018 года был проведен, и вот такой результат мы получили. Ну, в этом районе учеты ранее проводились в 81, 89, 93, 99 годах. И какая была вот плотность населения лося. И что получилось у нас в 2018 году. Как видите, намного выше. Но это не говорит о том, что да, именно здесь кто-то начал работать, и все сохраняется, лось, это как его плотность высокая. Здесь может быть и того, что как раз лось смещается, когда его гуляешь в воде, в одном месте концентрируется больше, и значит, повышается его численность. Как бы из тех участков он перемещается в участки как раз от пользователя. Но это может быть временным явлением. Здесь тоже вот нужно за этим видеть. Также вот то, что какие редкие насекомые здесь есть, когда на этих участках. То говорят, что все уничтожается и так далее, и так далее. Так, вот находятся вот такие очень экзотичные наши грибы, которые являются индикаторами загрязнения среды. Если бы среда была загрязнена, этих грибов бы не было. Новые виды растений. Это виды растений для наших. Так, вот новые точки произрастания здесь обнаружены на территории лицензионных участков Сургутнефтегаза.
основные результаты исследований, проведенных на 2004 года по 2019 год. Вот особенно обратите внимание, что то, что как раз вот эти профиля, вирусы и так далее, здесь они используют эти мульчители, когда остатки не остаются. Когда просите, например, сейчас Росгеология около города Якутска там проводит просите, по краям все лежит. Они так как срубили деревья и так далее, демонстрации, яйца такое же наблюдали, да, у некоторых недропользователей. А это очень пожароопасные. Проехал вездеход, искра попала, пожар пошел. А суды используют, значит, мульчи, который все превращает, перерабатывает. И таких остатков сухих не остается, да, и даже больше удобряет почву там. И вот такие основные выводы. Эти вот выводы в сотрудничестве с наукой позволяет решать проблемы, те, которые возникают, например, с общественностью Ленинского района. Ну и одно, конечно, да, вот, который эффект мы выявили, значит, это высокая концентрация бурого медведя. Да, видимо, там вот как раз. И поэтому разные рекомендации для них разрабатывались, или как электрозаборы, либо повышение численности бурого медведя ведет не только опасности для человека, а именно то, что это хищник. И вот снижение копытности и так далее, это может происходить как раз из увеличения плотности этого бурого хищника. Потому что где он появляется, например, он поедает молоть, ну, например, лосей, оленей и так далее. Настолько несет опасность для человека. Так, и вот в качестве предложения, знаете, примера, да, еще мы хотим сегодня сказать, что вот у нас есть нефтепроводы ВСО, когда они только начинались, наши научные организации, те очень плотно работали на всем протяжении. Уже прошло столько лет, и поэтому мониторинг нужно повторить, что сейчас, когда уже эксплуатируется нефтепровод, там происходит, какие изменения, потому что от многих жителей Южной Якутии, особенно охотников, поступает жалоба, что она мешает миграциям животных и так далее. Идет фрагментация месторождений. И плюс, вот как Яков Вельзович у себя в докладе сказал, что вот где там загрязнение нефти идет, вот именно это можно и выявлять как раз. Так что вот мы просим внести резолюцию, что обязательно и Сила Сибири, и нефтепровод. Спасибо, Никита Михайлович. Еще есть? Да, теперь про общественный юридический совет при Министерстве экологии при использовании лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Общественный экологический совет существует с 2010 года. Надеюсь, я буду очень кратко покажу. Так что за этот период были заслушаны многие недропользователи, в том числе и нефти и газового комплекса. Но на моей памяти это Иркутская нефтяная компания, Роснефтегаз, когда у них авария произошла и так далее. Ну, вот здесь показаны эти вот кадровые работы. Здесь у нас общественно-экологический совет открыт. Все многие общественники и очень, ну так вот, как говорится, иногда на высоких тонах, иногда и так, иногда происходит обсуждение как раз программ предохранных мероприятий, предохранных программ нефтегазовых компаний, которые есть. И это как раз обсуждение на уровне общественности дает пользу как и общественности, что она информируется, да, какие-то проводы, и плюс для самих компаний, которые как раз из этого обсуждения на что заострить свое внимание. А не только, чтобы там, например, ну, красиво показать, как видишь, что-то это денег вложили и так далее, и так далее. Ну, вот такие каждый. Ну, до того, что общественно-экологический совет наш также заслушивает отчеты и непосредственно Министерство экологии, отдельное подразделение. Вот на крайне длинной книге отчитывается